Появились первые положительные изменения для швейников Кыргызстана от вступления в ЕС. Российские ритейлеры сильно пострадали от кризиса, товар из третьих стран из-за падения курса рубля стал намного дороже, и сейчас им приходится искать дешевые производственные рынки. И у швейников Кыргызстана есть немало преимуществ, однако, к сожалению, качество местной продукции не отвечает, не говоря уже о международных стандартах, даже российским требованиям. В исследовании РБК говорится, что в России покупатели все чаще предпочитают крупные торговые центры рынка, но качество одежды с лейблом Made in KG еще не достигло того, что покупатели надеются найти в магазинах. И вещи, шитые в Кыргызстане, пока продаются только на базарах. Легкой промышленности Кыргызстана есть еще куда расти. Программа USAID, инициатива по развитию бизнеса, оказывает поддержку местным швейникам. В рамках проекта в местное производство внедряются международные стандарты и помогает искать зарубежных партнеров среди ритейлеров. Фабрики Назик уже 15 лет. Продукцию в основном отправляют на зарубежные рынки, в Россию, Казахстан. Предприятие сейчас выходит на новый этап экспорта, выполняя заказы ритейлеров. Они уже выполнили заказы российской компании Monofashion, теперь готовятся заключить контракт с крупным российским ритейлером Club Concept. У них 400 магазинов в России, более 200 оптовых точек. Мы сейчас с ними тесно работаем. 4 модели уже утвердили, получили заказ примерно на 20 тысяч экземпляров. Сегодня-завтра закупим ткань и в ноябре уже начнем шить. На продажу сшитые нами изделия поступят примерно в апреле-мае. Этот контракт – новость не только для фабрики Назик, но и для всей легкой промышленности Кыргызстана, так как продукция кыргызстанских швейников, которые ранее копировали модели китайского и турецкого пошива, в основном были представлены на рынке в дешевом сегменте. Но предпочтение покупателей бывших советских стран меняется. Согласно исследованию РБК, российские покупатели предпочитают базарам торговые центры. Если раньше 70% россиян закупались на рынках, а 30% в магазинах, то теперь ситуация обратная. Это можно заметить и наблюдая за тем, что происходит с вещевым рынком Кыргызстана. К сожалению, наши производители, число которых значительно выросло за последние 10 лет, не поняли этих изменений и не смогли наладить связь с крупными торговыми брендами на рынках стран СНГ и Европы. В данный момент эти бренды доминируют на рынке одежды. Мы работаем над тем, чтобы наладить связь между нашими производителями и торговыми брендами Европы и СНГ, такими, например, как Sella или Tom Ford, и другими известными брендами, чтобы они могли поставлять продукцию этим брендам напрямую, что открывает очень много возможностей. Это можно заметить и наблюдать за тем, что происходит с вещевым рынком Кыргызстана. Чем крупнее цель, тем больше работы. Для получения заказов ритейлеров швейные цехи должны соответствовать международным стандартам и требованиям крупных субъектов торговли. Мы не крупное, а среднее предприятие. Постепенно улучшаем технику, технологию производства. Конечно, далеки от стандартов, и в этом направлении нам помогает BGI. Около полугода они нас готовили, приезжали консультанты. Теперь у нас элементарно появились аптечки. Раньше у нас были огнетушители, но они не соответствовали требованиям. Эти ритейлеры, оказывается, в первую очередь смотрят на условия труда. In addition to that, a lot of our manufacturers weren't necessarily ready to meet all of the quality standards. Многие производители не совсем были готовы соответствовать стандартам качества, которые требуют ритейлеры. Они детально изучают, как товар изготовлен, как упакован, как выглядит этикетка. Все должно быть абсолютно идеально. Поэтому мы наняли специалистов, инженеров, технологов, маркетологов, фасовщиков, которые работают напрямую с этими компаниями, наращивая их потенциал, чтобы они соответствовали всем требованиям. Еще один барьер, который мешает местным швейникам в работе с ритейлерами, это сырье. Как правило, крупные магазины заказывают одну определенную модель. Исполнитель, получивший заказ, должен сам подобрать ткань, фурнитуру и выполнить заказ от начала и до конца. Брюки 200? Брюки 200 штук. Такой-то модели, ткань такая-то, с такой-то фабрики в Китае. И все, нам говорят только эту информацию. А потом фабрику в Китае мы сами должны найти. Наши привыкли, предприниматели, большинство, не все, большинство привыкли, что ты привези ткань, фурнитуру, я тебе сошью, забери. Производитель, он как у него безопасность, да, что заказчик сам принес ткань, сам принес фурнитуру, он за нее сам отвечает. Соответственно, российский заказчик или же там европейский заказчик, он говорит: нет, ребята, я вам контракт, допустим, на определенную сумму, там, $100 000, вот вам брюки, вот вам контракт, вот вам спецификация, давайте работать. Наш производитель говорит: дорогой, где я возьму ткань? А он говорит: слушай, раз я тебе дал заказ, то ткань твоя проблема. У нас такие барьеры начинаются, и наш производитель отказывается от этого заказа, боясь, что если он купит ткань завтра с Турции или с Китая, она не будет соответствовать качеству
требуемого заказчика. По словам бизнесменов, кыргызские швеи смогут преодолеть и этот барьер. В первую очередь благодаря удобному соседству, основным экспортером фурнитуры – Китаем. Во-вторых, тот же партнер по ЕС Россия совместно с Китаем производит не только фурнитуру, но и ткани. Барьер мы должны преодолеть. У нас нет другого выбора. Мы должны искать надежных партнеров в Китае, в Турции, которые могли бы отвечать за ткани, за фурнитуру. Наши предприниматели должны выезжать напрямую в Китай, в Турцию, заключать договора с заводами, правильные договора с заводами о том, что если мы заказываем вот эту ткань в этом цвете, в этом граммаже, она должна соответствовать. Еще один интерес российских ритейлеров в том, что Кыргызстан в составе ЕС, и со снижением покупательской способности российские ритейлеры ищут дешевый рынок производства. Индия, Бангладеш. Растаможка с таких дешевых рынков, как Индия, Бангладеш, так как они вне Евразийского союза, стоит $4. Растаможка товара из Кыргызстана в Россию была $1, а теперь 25 сомов или 20-21 рубль. Фабрика «Назик» рассматривает возможности работы с европейскими ритейлерами, тем более уже есть заинтересованные клиенты. Точно Это очень крупный ритейлер типа H&M, у них идет продажа и через интернет, они даже крупнее H&M. Мы шьем им образцы, но у них более высокие требования, чем у российских ритейлеров, поэтому мы работаем с BGI. В этом тоже есть преимущество, говорит руководитель проекта USAID «Инициатива по развитию бизнеса» и главный специалист по экономическому развитию USAID Пол Хамлин. Well, Kyrgyz Republic actually has some disadvantages with transport and some advantages. У Кыргызстана есть как преимущества, так и недостатки. Если розничная сеть из Европы заказывает товар в Бангладеш, Мьянме или Китае, то товар переводится в контейнерах морским путем, что является очень длительным процессом. В этом плане у местных производителей есть преимущество при поставке товара тем же европейским ритейлерам, с которыми мы пытаемся наладить связи. Они могут транспортировать товар в Европу на грузовых машинах гораздо быстрее, чем кто-либо морскими путями. По данным последних исследований, темп роста в легпроме Кыргызстана снижается. С 2012 по 2015 год объемы шитой в стране одежды снизились в 3 раза. Причина – кризис в ЕС, вследствие чего возникло снижение покупательской способности жителей России и Казахстана, а они являлись главными покупателями продукции кыргызских швей. Еще одна причина снижения – показателей легкой промышленности, переход покупателей с рынков в торговые сети и более высокий по сравнению с валютами партнеров ЕС курс кыргызского сома.